Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшипшара. Сегодня в программе ознакомился с результатами работ по очистке русел и рек, проинспектировал ремонтные работы в детском саду. Рабочая поездка премьер-министра в Гульрипский район. Объект готовится к сдаче. В селе Баслаху завершается ремонт школы. Творчество души. Выставка «Мечта» молодой художницы Риты Карбашьян. Представители крупного бизнеса Северного Кавказа выразили свою готовность вкладывать инвестиции в туристическую сферу Абхазии. Об этом заявила сегодня на брифинге по итогам визита президента Рауля Хаджимба в Республике Северного Кавказа пресс-секретарь главы государства Наала Авицба. Вчера, как вам известно, президент вернулся на родину по завершении визитов в Кабардино-Балкарию и Адыгею. В ходе этих зарубежных поездок, в которые президент отправился по приглашению глав республик для участия в официальных мероприятиях, Рауль Хаджимба провел ряд встреч с лидерами северокавказских республик и добровольцами Кабардино-Балкарии и Адыгеи. Одной из наиболее важных составляющих визита были как раз встречи и общение с добровольцами, ветеранами Отечественной войны народа Абхазии и их семьями. В ходе обсуждений поднимались социальные вопросы, в решении которых представителям добровольческого движения требуется поддержка. Президент убежден, что всем им обязательно необходимо оказывать помощь по мере сил государства. Сегодняшние возможности не позволяют сделать это в том объеме, необходимость в котором присутствует у наших братьев и их семей. Но те усилия, которые прилагаются уже сейчас, направлены на то, чтобы оказывать максимальное внимание семьям погибших и инвалидов войны. Добровольцы и их семьи поднимали вопросы содействия со стороны абхазских государственных структур в отношении приобретения гражданства Республики Абхазия, оформления документов для получения пенсионных выплат, документального оформления уже приобретенного ими жилья или земельных участков. Ставились вопросы также оказания помощи добровольцам и на территории северокавказских республик. Вот тут имеется в виду единичные случаи, это особо сложные жизненные ситуации. Абхазия обязана и будет помогать тем, кто проливал кровь за ее свободу, не раз подчеркнул на этих встречах президент. Глава государства и представители добровольческого движения еще раз подтвердили необходимость и пришли к договоренности поддерживать диалог на регулярной основе, а также организовывать встречи с руководством северокавказских республик и совместно содействовать тому, чтобы заботы и потребности добровольцев были известны руководству республик. И следует отметить, что в этом отношении уже есть результаты. Все лидеры северокавказских республик, а возможность переговорить с ними представилась в день инаугурации главы Адыгеи Мурата Кумпилова, заверили нашего президента в том, что они готовы и будут сотрудничать с ветеранами Отечественной войны народа Абхазии, помогать им в социальных и других вопросах. Во время своего визита также президент обсуждал с представителями деловых кругов Северного Кавказа и правительства Российской Федерации возможность использования инфраструктуры морских портов для осуществления экспорта сельскохозяйственной продукции Российской Федерации через территорию Абхазии. Наш президент получил заверение, что эти вопросы начнут прорабатываться. Кроме того, представители крупного бизнеса Северного Кавказа выразили свою готовность вкладывать инвестиции в туристическую сферу Абхазии. Подробнее говорить об этом пока не представляется возможным, но, безусловно, это необходимо отнести к одному из позитивных итогов зарубежной поездки главы государства. Со всеми лидерами северокавказских республик обсуждались пути дальнейшего укрепления связей. На встречах с лидерами Адыгеи, Кабардино-Балкарии, с добровольцами произошел обстоятельный обмен мнениями и предложениями о том, чтобы в ближайшей перспективе на регулярной основе организовывать совместные мероприятия. В частности, представители добровольческого движения отметили свою готовность при содействии со стороны Абхазии и руководства самих северокавказских республик проводить празднование Дня Победы и Дня добровольца не только на территории Абхазии, но и в республиках Северного Кавказа. Кроме того, обсуждались возможные мероприятия в культурной и гуманитарной сферах.
в направлении молодежной политики, спорта и ряда других. Можно говорить о том, что президент Абхазии с учетом готовности к усилению взаимодействия со стороны северокавказских республик ставит перед государственными структурами республики задачи наполнения всех ранее заключенных договоров практическим содержанием. Теймураз Киквискири назначен председателем Государственного комитета Республики Абхазия по молодежной политике. Указ об этом подписал сегодня президент Рауль Хаджимба. Этим же указом Али Асавизба освобожден от должности председателя Госкомитета на основании личного заявления. Полковник милиции Беслан Парулу назначен на должность директора совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел. Приказ об этом подписали вице-премьер, министр внутренних дел Абхазии, генерал-майор милиции Аслан Кубахи и министр внутренних дел Российской Федерации, генерал полиции Владимир Колокольцев. Приказ подписан в соответствии с пунктом 11 положения о совместном ИКЦ органов внутренних дел. Беслан Шалодевич Парулу, участник Отечественной войны народа Абхазии, кавалер ордена Леона, начал свой трудовой путь в 1988 году милиционером строевого подразделения вневедомственной охраны при ОВД Ткварчалского горисполкома. В разные годы Беслан Парулу занимал должность исследователя следственной части следственного отдела МВД, заместителя начальника Гулрипского РОВД. С 2015 года был начальником Следственного управления МВД Республики Абхазия, заместителем министра внутренних дел Абхазии. Сегодня премьер-министр Беслан Барцыц совершил рабочую поездку в Гулрипский район. Глава правительства осмотрел результаты работ по очистке русел 9 рек в районе. Проинспектировал ремонтные работы в детском саду в поселке Гулрипш. Пообщался с местным населением и узнал, что волнует людей. Нисфа Аршба с подробностями. Всего в Гулрипском районе очищено русло 9 рек. Это масштабная и довольно затратная с финансовой стороны работа проводилась местными подрядными организациями довольно долгое время. Но результат превзошел даже самые оптимистические прогнозы. А проверкой надежности стала непогода, которая уже дважды обрушивалась на республику в виде проливных дождей. Жители села были рады встретить премьер-министра, тем более показать главе правительства и всей стране есть что. В этом году Гулрипский район впервые за 20 лет не постигла печальная участь быть подтопленными из-за разбушевавшейся стихии. Такого результата удалось добиться только одним путем – глубокой очисткой русел и устьев рек. Очистные работы проводила местная фирма «Агроинвест» и довольно долго, но результат превысил все ожидания, говорят сами жители. Ранее они направили письмо на имя президента с выражением признательности и благодарности за принятие мер по проведению берегоукрепительных работ русла реки Кадор, очистки русел рек и маленьких речушек в 8 селах района. Свои подписи поставили более 500 жителей. Первым долгом скажем большое спасибо. Мы 18 лет плавали. Да. Но потихоньку, немножко как-то еще есть недоделки, но уже все-таки лучше. Мы схватались ночью 3-4, что могли, животных спасали, что могли. Но сейчас, конечно, вот уже 2 года нет воды, ну, слава Богу, спасибо большое. Это проблема не только вашего села, не только нашей республики, нашего района. Это проблема везде. Но то, что такой объем работ мы смогли сделать в этом году, это очень существенно снизит угрозу подтопления ваших домов. И в этом году с помощью местной администрации, вашего главы, нам удалось эти вопросы снять. На проведение этих работ государство выделило более 40 миллионов рублей из собственных резервов. Они проводились местными подрядными организациями, и от проблемы затопления Гулрипский район избавлен как минимум лет на 20-25. Протяженность рек, которые мы почистили, это 9 рек. Протяженность их составляет более 60 километров. Денег потрачено немало, большие суммы потрачены. Это практически годовой бюджет нашего района потрачен на эти реки. Но это не значит, что вот бездумно взяли и деньги потратили. Здесь совокупность 25-летней мониторинга вот этого района. Мы за 25 лет видели, что творят здесь эти реки, когда выходят из берегов. В ливневые дожди территория рядом со школой в селе Пша превращалась в центр бурного потока. Виной всему вот эта маленькая речушка. Даже самый маленький дождь раньше превращал ее в бурлящую реку, которая разливалась на сотни метров вокруг. Годы жизни под страхом прихода большой воды для жителей села позади. Теперь осталось научиться бережнее относиться к сделанному и снова не заполнять устья рек строительными и бытовыми отходами. Нужно бережно относиться к тому, что сделано.
вот настоятельно просим вас, соседи, актив села, когда вы общаетесь, вывозите свой бытовой мусор в места для этого предназначенные. Если мы с вами будем продолжать скидывать туда наши бытовые отходы, старую технику, которую мы извлекали и вам показывали, ситуация повторится. Помимо очистки русел рек, в Гулрыбском районе около месяца идут работы по замене и ремонту водопроводных сетей уже в рамках инвестпрограммы. В ближайшее время около 200 семей будут подключены к центральному водопроводу. Работы еще предстоит немало. После их завершения всего около 600 семей будут обеспечены водой. На данном этапе, значит, программа идет в течение 2 лет. Первый этап был в прошлом году, основная магистраль большого диаметра 250 миллиметров труба была проложена. Сегодня идет разводящие сети делать. К концу года мы заканчиваем эти разводящие сети. К следующему году специалисты планируют завершение работ по реставрации резервуара. И именно тогда население будет получать воду безо всяких ограничений и перебоев. Все работы проводит госкомпания «Апснергылара». Сметная стоимость объекта составляет порядка 10 миллионов. Сроки по контракту сдачи объекта – это май месяц 2018 года. Но мы предполагаем, что в этом году мы объект вообще полностью закончим и сдадим. И уже в этом году наверняка к Новому году воду жителям мы подадим. Сложностей у нас никаких нет, финансирование идет в штатном режиме, никаких задержек нет. Этот детский сад в поселке Гулрыбш был отремонтирован еще несколько лет назад. Но тогда не все коммуникации были подведены к зданию, из-за чего это дошкольное учреждение стояло с закрытыми окнами и дверями. Цена вопроса варьировала в пределах нескольких миллионов рублей. Средства руководство страны изыскало, и специалисты приступили к налаживанию коммуникаций. Уже до конца этого месяца все работы, которые правительство профинансировало, будут завершены, и в октябре месяце дети смогут пойти в этот садик. Этого ждали очень родители, этого ждали в районе, и я думаю, что это произойдет в ближайшее время. В этот садик будут ходить 126 детишек. К их приходу в детском саду уже почти все готово. Закуплен инвентарь, постельные принадлежности и посуда. Игровые комнаты заполнены разновидностями детских игрушек. До окончания всех ремонтных работ осталось немного. Но специалисты пока предпочитают не называть конкретной даты. Говорят, в течение месяца. В Гулрыбском районе, по словам главы администрации Аслана Барателия, острая нехватка в дошкольных учреждениях. А те, что есть, давно нуждаются в ремонте. Речь зашла о детском садике в Агудзере, который, несмотря на необходимость в капитальном ремонте, продолжает функционировать. Как сказал премьер-министр, о садике он знает и уже даже обсуждал со специалистами возможность его ремонта. В садиках нуждаются все районы. Это не единственный садик в вашем районе, тот, который сейчас работает. Там тоже далеки от норм санитарных и так далее. Там было предписание прокуратуры тоже. Мы планируем и в том, я хочу, чтобы жители Гулрыбского района услышали, и глава района к нам обращался, и депутаты района ставили этот вопрос. Тот садик, который сегодня функционирует, он тоже нуждается в капитальном ремонте. Как только мы запустим этот садик, мы уже подумаем над тем, какие работы необходимо будет провести. Мы уже предварительно говорили с главой, что там часть блока пока не задействована, можно будет в одном блоке провести ремонтные работы, перевести туда группы детей и провести капитальные работы ремонтные там, где сегодня проходит воспитательный процесс. В целом программа оказалась вполне насыщенной. Помимо осмотров объектов, инфраструктуры, Беслан Барциц пообщался с жителями сел. Люди говорили главе правительства и о проблемах, которые все еще мешают им жить и полноценно развиваться региону. Премьер-министр не только выслушал их, но и пообещал, что ни одна просьба не останется без внимания. Нис Фаршба, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. В Баславской средней школе больше месяца идет ремонт. Восстановительные работы уже близятся к завершению. И совсем скоро сельские ребятишки сядут за парты в обновленной школе. Алика Трапш продолжит тему. Баславская средняя школа имени Чичико Хибба была построена в 1965 году. С момента основания в ней ни разу не проводился капитальный ремонт. Кровля здания давно устарела и протекала. Бывали случаи, что во время уроков обваливались потолки в классах. Помимо этого на стенах осыпалась штукатурка. В некоторых классах и коридоре сгнили полы. Заниматься в таком здании стало невозможным. Ремонт проводят местные строители. По просьбе руководства этой школы выехал глава района вместе со строителями посмотреть этот объект. Вначале планировалось просто обычный косметический ремонт.
так как здесь было все запущено. Когда мы приехали сюда, там смысла даже и не было делать косметический ремонт, потому что все валилось. А глава принял решение делать частичный капитальный ремонт. Вот. Эту инициативу поддержал президент, и мы сразу на следующий день приступили к работам. Ремонтно-восстановительные работы в школе идут больше месяца. В первую очередь строители сменили кровлю здания, а уже затем приступили к внутренним работам. Обвалившиеся стены и потолки в классах восстановили, выровняли и покрасили. Сгнившие части полов заменены на новые, осталось их покрасить. В оконные рамы будут вставлены стекла. Общая сумма затрат составляет 2 миллиона 300 тысяч рублей. Пока идут ремонтно-восстановительные работы в Баславской средней школе, у учеников каникулы. Но учителя признаются, что практически каждый день приходят на работу, убираются в классах и с нетерпением ждут начала занятий. С ремонтом мы не ожидали, что так будет, но все равно мы очень рады. Дети тоже с удовольствием зайдут в такую школу, в такое отремонтированное здание. Будет все, мне кажется, хорошо. Уже 25 сентября отремонтированное здание Баславской средней школы имени Чичико Хибба откроет свои двери для 75 учащихся. Алика Трапш, Мислан Шкинджери, Абхазское телевидение. Детский фонд ЮНИСЕФ передал 120 школам Абхазии маркерные доски и другие школьные принадлежности. Акция стартовала в Сухумской 3-й школе. Необходимые школьные наборы были переданы Сухумской школе номер 3. Для фонда ЮНИСЕФ это уже вторая акция. Первую провели в мае этого года, когда учителям были доставлены дополнительные школьные наборы. Всего в программу входят 120 школ Абхазии. Эти 120 школ – это те школы, которые направили своих учителей на наши тренинги. И у нас в Абхазии 153 школы, мы, следовательно, 120 школ уже обеспечили этим. А сейчас акция, это мероприятие, которое мы сегодня проводим, это как раз-таки продолжение, это более маленькая акция. Тут каждая школа получит набор из 6 досок, обычных досок, на которых пишут маркерами. Сегодня во многих странах мира как раз-таки такие маркеры, такие доски используются. Это годовой запас, что им, в принципе, хватит на весь год. Трехдневные тренинги совместно с Министерством образования и науки Республики Абхазия ориентированы на обучение учащихся и разработаны для учителей общеобразовательных школ. В тренингах приняли участие более 700 учителей средних и старших классов. Миссией ЮНИСЕФ мы работаем уже 2 года. Действительно, они оказывают большую помощь нашим специалистам, которые работают в наших общеобразовательных школах, проводят тренинги по новым методам обучения тому или иному предмету. Очень радует, что вот эти молодые люди, которые занимаются таким делом, они как бы и нашим школам, и вообще стране оказывают вот такую вот посильную помощь. Детский фонд ООН ЮНИСЕФ осуществляет деятельность в сфере здравоохранения, образования, развития молодежи и улучшения социального благополучия детей и их семей. Функционирует фонд в Абхазии с 1994 года. Аманда Пони, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. 17 сентября состоятся выборы в Сухумское городское собрание. Это повторные выборы по 2 городским округам, 2 и 10. Сколько кандидатов зарегистрировано и ожидается ли активность избирателей? Об этом наш следующий сюжет. Городская избирательная комиссия утвердила кандидатуру в депутаты Сухумского городского собрания. Аполлон Латарий и Саид Бутба будут баллотироваться по 2 избирательному округу, а Тимур Купалба и Бакур Бебе по 10. Повторные выборы состоятся в связи с безвременной кончиной депутата по округу номер 10 Баграта Зантари, а также избранием Млаши Ашуба, округ номер 2, депутатом парламента страны. В округе номер 2 избирательный участок расположен в доме отдыха «Абхазия». В округе номер 10 в помещении УБОН по улице Лакоба, 119. Эти кандидаты достойны для того, чтобы представлять интересы жителей города Сухум, достаточно образованные, квалифицированные. Я думаю,
сложный выбор предстоит нашим избирателям. По второму избирательному округу количество избирателей по списку примерно 1400 человек. По 10-му округу около 1800 избирателей. Что касается бюллетеней, то они будут того же образца, что использовались и ранее. Новшеств никаких не будет, так как закон о выборах в органы местного самоуправления не претерпел никаких изменений. Мы хотим попросить граждан Республики Абхазия, которые прописаны в данных избирательных округах, чтобы они приняли участие в этих выборах. Поэтому хотим еще сообщить, что мы считаем, что эти выборы должны пройти надлежащим образом. Избирательная комиссия города Сухум, а также окружная избирательная комиссия вместе с участковой избирательной комиссией принимают все необходимые меры для того, чтобы подготовить эти выборы надлежащим образом. Пока еще не решен вопрос по поводу просроченных паспортов. Будет ли у избирателей с просроченными паспортами возможность принять участие в выборах, пока неизвестно. Рената Шакай, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Не может не радовать тот факт, что культурная жизнь столицы бьет ключом. Практически каждая неделя знаменуется тем или иным интересным событием. Вот и сегодня в Центральном выставочном зале Сухума открылась персональная выставка молодой художницы Риты Карбашьян. Творчество души. Именно так называется выставка «Мечта», которая сбылась у молодой художницы Риты Карбашьян. По образованию девушка экономист, но всю жизнь она мечтала поступить в художественное училище, так как рисует с самого детства. Как известно, мечты должны сбываться. И у Риты она сбылась. В возрасте 25 лет девушка все же поступила в Сухумское художественное училище. И вот, будучи на 4-м курсе, Рита может наконец похвастаться своей первой персональной выставкой, к которой она готовилась целых 7 лет. У меня выставка называется «Творчество души». Вот это то, что я чувствую, я передала через картины и могу поделиться со зрителем. Мое впечатление о природе Абхазии. Вот здесь очень много работ, связанных с нашими пейзажами. Вот, и горные, вот, например, это перевал Пыв зимой. Вот. Еще есть озеро Рица, озеро Мзы, горы, наши реки, море. Восхищает то, насколько тонко и трепетно, казалось бы, еще совсем неискушенная художница передала романтику заката на горизонте Черного моря, силу пробивающихся сквозь слои горного снега нежных цветов, безмятежное спокойствие удивительной Рицы в объятиях гор. Мягкие постельные тона погружают в мир гармонии и единения с природой. По словам художницы, у нее нет определенной техники, зато есть главное правило, которым руководствуется любой творческий человек. Рита пишет так, как чувствует. Есть очень много достойных работ, которые для такой начинающей молодой художницы удивительно. Вот ее есть качество художника, ее наблюдение за природой, ее мысли. Для художника очень важно, когда образное мышление развито. Здесь вот есть у нее такие работы, которые очень образно подходят к своим произведениям. Впечатлены работами Риты Карбашьян не только опытные художники, но и начинающие, совсем юные. Мне все работы нравятся, потому что они как-то, для меня лично, мое мнение, то, что они как-то дают расслабляющий эффект какого-то пространства, свободы и пейзажи, такие воздушные моря. Это моя тема, очень интересно. Насладиться пейзажами Абхазии, обрамленными аккуратно подобранными красками, сможет любой желающий, заглянув до 17 сентября в Центральный выставочный зал Сухума. Равнодушным не останется никто. Сегодня Музею истории зарубежных абхазов имени Умара Бегуа был передан военный билет писателя, который является важным приобретением для музея. Умар Бегуа был не только выдающимся поэтом, публицистом, но и историком, кавказоведом. К его трудам можно отнести ряд крупнейших исследований по этнокультурной истории народов Абхазии и Адыгеи. Одним из самых известных трудов поэта является работа «Абхазская мифология». Древнейшая или Умар Бегуа очень любил Абхазию, так как это родина поэта, о чем свидетельствуют его работы. Сегодня в дар Музею истории зарубежных абхазов имени Умара Бегуа преподнесли замечательный подарок. Это военный билет Умара Бегуа. Я думаю, что этот экспонат найдет свое достойное место в нашем музее.
Завтра, 13 сентября, в международном аэропорту Сухуми имени Ардзенба состоится 19-й открытый чемпионат парашютистов, в котором будут участвовать команды ветеранов-парашютистов СССР, ветеранов-парашютистов боевых действий, сборная «Молодежная Россия», а также команды Казахстана, Белоруссии, ЛНР и ДНР. Чемпионат посвящен памяти президентов Владислава Ардзенба и Сергея Багапш. Соревнования начнутся в 11 часов. Их организатор – Госкомспорт Абхазии. И в завершении выпуска о погоде. По сообщениям синоптиков, завтра в Абхазии ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха ночью 20-22, днем 30-32 градуса. Температура морской воды 26 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.